На День города гуляли как на свадьбу. Целых 3 дня. Впрочем, общегородской размах праздник, как и полагается, принимал постепенно. Отмечать его начали в узких производственных кругах, то есть в трудовых коллективах города. 3 ноября на Нерюнгринской ГРЭС прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию Нерюнгри. Пригласили 150 энергетиков-первостроителей. Сегодня они уже на заслуженном отдыхе, а также бывшего директора станции Виктора Бабкова. Его сегодняшний преемник Олег Тарасов вручил 10 энергетикам, внесшим свой немалый вклад в становление и развитие Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса и города Нерюнгри, грамоты и благодарственные письма главы муниципального образования Нерюнгринский район Василия Старцева. На следующий день торжество перекочевало в Центр культуры и духовности имени Пушкина. Здесь собрались ветераны, первостроители, первые лица города, руководители предприятий, организаций, а также высокие гости. День рождения начали, как и положено, с вручения подарков, то есть с раздачи почетных званий и грамот. И в этом приятном во всех отношениях действии энергетикам довелось принять активное участие. Почетным гражданином стал ветеран энергетики, ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Зазыкин. Звание «Заслуженный энергетик Республики Якутия» было присвоено заместителю начальника котлотурбинного цеха Николаю Леонову. Директор спортсооружений, председатель правкома станции Константин Фаткулин стал заслуженным работником физической культуры республики. А всему коллективу Нерюнгринской ГРЭС за многолетнюю добросовестную, плодотворную работу и весомый вклад в социально-экономическое развитие республики была объявлена благодарность президента Якутии Вячеслава Штырова. В субботний полдень праздник пошел в народ. А народ, как в давно забытые советские времена, пошел на демонстрацию. Хотя теперь это мероприятие официально назвали иначе – торжественное шествие трудовых коллективов. Коллективы старались шествовать настолько торжественно, насколько позволял мороз, привычно поглядывая в сторону знакомых лиц на трибунах. Флаги, ленты, транспаранты и бойкие лозунги. В этом разноцвете людей и машин нерюнгринские энергетики заметно выделялись. И не только внушительными размерами своей колонны, но и рекордным количеством воздушных шаров цвета российского триколора. Видимо, День народного единения хотя бы так напомнил о себе.